Она нашла путь к себе и может научить этому других. Накануне исполнился год со дня смерти Людмилы Растащеновой. Один из самых известных журналистов хакасского телевидения скончалась после тяжелой болезни, но мы уверены, ее общение со зрителем не закончилось, ведь в память о себе Людмила Васильевна оставила программы, составляющие золотой фонд ГТРК «Хакасия». Незамысловатая по нынешним временам заставка программы была сигналом для телезрителя. Их ждет интересная встреча. Потому что в первую очередь повезло с проводником. Герои, события, явления. Людмила Васильевна умела не только их найти, но и показать во всей глубине, на какую способна драматургия жизни. Со своей особой интонацией. Мне кажется, размеры пространства жизни человека зависят от того интереса, который он к нему проявляет. Кто довольствуется пятачком для добывания хлеба, а кому-то важна вся планета. Как-то на вопрос, что дало вам телевидение, Людмила ответила: делиться сокровенным. Неожиданный для меня был ответ, мы там по-разному отвечали. И как бы это был штрих к ее портрету. Не у каждого есть сокровенное, понимаете, чтобы с этим сокровенным выходить на экран. Кто-то в новостях себя находит, в хронике, там, в экстремальных ситуациях, а вот сокровенное. Оно, собственно, и без телевидения не у всех есть. Я думаю, так. Она могла бы делать исторические какие-то передачи или еще что-то, этнография, там много чего, каких тем она затрагивала, абсолютно все темы, по-моему. Но в них сквозная нить была, свет – это вот люди. Как она могла выговорить своего героя, как она могла его вывести на ту точку, которая именно ей и надо, вот именно в это время, в этой передаче, в этот час. Делаете, ну а для кого? И Сложный вопрос, конечно. Конечно, это кому-то надо, безусловно. Но мне, наверное, в первую очередь надо самому. Очень многое в профессии журналиста зависит от его человеческих качеств. И если бы герои Людмилы Васильевны не чувствовали ее настоящесть, ее доброе сердце, то вряд ли бы они доверяли ей свое самое сокровенное. Та внутренняя культура, что превыше всего ценит роскошь человеческого общения и для которой нет разницы, кто перед тобой – известный профессор или обычный сельский пенсионер. Как к своему возрасту относитесь? Так, я к своему возрасту, но с возрасту я спокойно отношусь. Особых моя задача вот так, я ставлю, мне бы умереть не раньше, чем умерли мои родители. на долю вашего поколения столько выпало тягот, а вы более жизнелюбы, чем, например, молодежь, которая выросла при этом. Где вы находите этому объяснение? Какая-то идея должна быть, понимаете, или какой-то смысл, стремление какое-то должно быть. Способности превращать героев съемок в своих друзей коллеги могли только удивляться. Альфия Фисенко была главным редактором областного телевидения, когда в редакцию пришла бывший переводчик из «Интуриста» Людмила Растащенова. И именно с ней берущие за душу сюжеты происходили не только в кадре, но и за кадром. Например, в 90-е Растащенова записала программу с медиками, которые жаловались на состояние здравоохранения. Редактор сначала решила не пускать такое в эфир. Люся села и молча заплакала. Вот она сидела, она ничего не говорила. Она просто плакала, слезы текли. Вы знаете, это было для меня убедительнее и чувствительнее, чем любой там спор, доказательство или что-то. Я поняла, что она в силу ее такой порядочности, она не может прийти к этим людям и сказать: простите, товарищи, есть простой ответ. Начальство не разрешает. Все. Понимаете, человек и не виноват. Начальство не разрешает. Я поняла, что она не может прийти и сказать, что она не оправдала их надежд, что зрители не узнают правду об этом состоянии нашей медицины и так далее. И тогда я смотрела на нее и сказала: ладно, Люся, пусть меня завтра уволят, но идите в эфир. Везет тому, кто везет. И Людмила Васильевна всегда говорила: она счастливый человек, потому что встретила на своем пути оператора Владимира Якутовича и режиссера Софью Тартачакову. Без этой команды ничего бы не получилось. На троих у них столько радости, переживаний, откровений, что хватит не на одну передачу. И вот как сама Людмила Растащенова об этом говорила в одном из последних интервью.
Для меня это, наверное, 1000 километров поездок на съемки, 1000 часов монтажа, 1000 минут эфирного времени. За этим был результат. И я, наверное, обязана именно телевидению за то, что сейчас меня узнают. Снятый больше 20 лет назад проект «Путь к себе» не может устареть, ведь каждая программа – это отражение своего времени, в которое полезно посмотреть сегодняшнему зрителю. Зачем мы живем и как не потерять себя? Одновременно сложные и простые вопросы, которые ставила Людмила Растащенова не только для себя, а для всех нас. Счастья вам, любящая вас редакция «Путь к себе».